Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Игудя-24, с вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Семен Тарбахов со мной, как обычно. Друзья, в Якутске совсем недавно завершился международный турнир по вольной борьбе среди юниоров в памяти легендарного борца нашего и тренера, олимпийского чемпиона, чемпиона мира Романа Дмитриева. И у нас сегодня в гости пришла Евгения Городникова, как раз победительница этого турнира, с чем мы тебя с большой радостью и поздравляем. Спасибо. Да, я знаю, у тебя очень такой плотный график тренировочный, да, тем не менее, еще раз хочется объявить благодарность тебе за то, что ты согласилась и пришла к нам в гости, да. С чем ты к нам сегодня пришла, что будешь готовить? Блины. Блины, Классические да. блины, да? Классические блины. Да. А почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, мне показалось, что это легкое блюдо в приготовлении. Легкое приготовление. Да. А ты вообще как с готовкой? Ну, так, плоховато, конечно. Плоховато? Да. Но все впереди. Да. Да. Ну, давай начинать, наверное, да? Или как? Ну, у нас зато есть Семен, мы познакомимся, да, вот это Семен Тарбахов, шеф ресторана «Мусхая». Я думаю, он с блинами знаком и, скорее всего, справится. Что нужно сделать в первую очередь? Ну, яйца, наверное, разобью. Вот, ну, мы берем просеянную муку, да? Мгм. Это все выливаю сюда, да? Это примерно сколько нужно? 400. 400, да? Ну, Семен по-хозяйски начал уже хозяйничать. Да, Можно Женя, сюда Женя, разбить не три яйца, да? тусуйся, можешь сказать, я сама. Да, можешь Да. сама попробовать. Так, яйца. А, Это вот мы- получается твое любимое блюдо? Или, как? Или повседневное? Нет, это просто повседневное такое. Повседневное, да? Да. Это из твоего рациона, да? Да. А вообще, что любишь кушать больше всего? Рис. Рис? Люблю, да. А, да? Ничего себе, первый раз слышу это. А рис с чем или может какой-то? Рис, котлеты куриные. Ну, это обычно так. Когда вес гоняю, всегда так ем. Так, ну что ж, дальше что мы делаем? А, дальше добавляем сахар. Сахар, да? Сахар. Где-то. Ну, судя по тому, как ты ловко все делаешь, ты же ничего не взвешиваешь. В принципе, знаешь, чего, кого, сколько, да? А, все. Да. Все. А, ну, значит, ты уже делала. Ой, опыт Дальше есть. мы Дальше добавляем молоко или... молоко. Молоко. А воду? Молоко. Воду в конце. Воду в конце, да? Молоко сколько? Стакан. Стакан. 1 стакан. Так. И чуть-чуть соли. Чуть-чуть соли. Хорошо. Щепотку соли, да? Мгм. Вот так. И теперь кипяток. Теперь кипяток, да? Хорошо. Мы тут немножко нагрели воду. Мгм. Тоже стакан, да? Да. Добавляем. Все, теперь это все мешаем. Мешаем, Я мешаем, не да. профессионал. А, Вот так, да, Ну, как-то? да, если что, у нас будет слишком тугое тесто, мы Ага. можем долить то ли молока, то ли воды. То ли вот, ну, разбавить. Хорошо. Да. Ну, просто вдруг мы чуть-чуть больше муки добавили. Мне кажется, получается. А, ну, вот все-таки надо, по-моему, водички чуть побольше давай. Семен все-таки как бы это, да, не дает покоя ему. Да, может быть, Женя Давайте действительно мы- сама Холод будет это добавить делать, надо, да? да? Чуть-чуть добавим еще. Мгм, давайте. Сахара. И Так. немножко. Давайте еще Молока, воды. полстакана молока. Посмотрим, да? И полстакана воды. Тесто уже должно быть, даже я знаю, что оно должно быть, ну, чуть-чуть жидковато, Да. чтобы можно было заливать, да? Женя, а эти же первые соревнования в Якутии, которые участвовали девушки вообще, да? Да, это Да. первые. А ты помнишь вообще первые соревнования, да? Когда это было? Это И- было Ага. Это было, когда мне было 12 лет. Я боролась с мальчиками тогда, потому что у нас в поселке вообще не было девочек. Мгм. И- А откуда ты родом? С Тампонского района, поселок Хандага. Хандыга. Да. Ага. А как пришла в борьбу? Ну, согласись, что это, ну, немножко странновато же, да? Ну, то есть, Да, для раньше девочки. же не было такого, что девушки просто не боролись. Ну, как пришла в борьбу? Ну, у меня есть друг, он занимался борьбой. Он мне сказал, пошли со мной на стадион, там посидишь, подождешь меня. Я пошла, а там был тренер по вольной борьбе Михаил Дмитриевич Амосов. Первый тренер. И он получается. увидел, что я бегаю, и Так. позвал меня к себе.
Спросил, как меня зовут, кто мои родственники. Сказал, что знает моего дядю. Он у него, оказывается, борьбой занимался, когда был маленький. И сказал, все, я тебя заберу к себе. И через месяц пришел и забрал. На борьбу? Да. Ничего И себе. увез А ты в так другой покорно, поселок. очень. покорно пошла? Да. Да? В соседний поселок увез. Ага. И я там занималась. И по выходным только домой приезжала. Ну, дома практически не жила, можно сказать. Мгм. Это в 12 лет. И первые соревнования тогда с мальчиками. Да, с мальчиками. И боролась, тренировалась с мальчиками, жила с мальчиками. Короче, девочек там практически не было. Да? Ну, надо же. Ну, девочек просто потому, что не было. Да. Да. Таких маленьких, особенно как я. Я там весила где-то 23-22. Ой, ну это же вообще как, да, маленький человечек. да? Ага. Вот так. Ну, мне кажется, тесто уже все. И, по-моему, да, тесто должно чуть-чуть, да, Семен, постоять, да, Да, немножко подойти. должно постоять. Да, мы как раз время паузы возьмем, пообщаемся, достаточно. тем более, что у нас же блины, можно же будет, ну, быстро же Быстро жарится. сделать, Да, да. быстро жарится, да. Вот, еще раз разрешите тебя поздравить, да, вот с этим чемпионством, да. Как уровень соперниц? Ну, соперницы, вообще все соперницы были сильные. Мгм. Такие техничные. Когда я выходила на ковер, я очень переживала, что они из других стран. Будет тяжело, тем более там была монголка в моем весе. Говорили, что монголки, они очень подвижная борьба у них, очень скоростные, а я такая, не очень скоростная. Думала, сейчас многие там пропущу, что-то отдам. Но потом, когда зашла на ковер, смотрю на Ким Кимыча, он на меня смотрит таким взглядом, не выйдешь отсюда, если не выиграешь. Я такая, блин. Да, тем более ответственность перед своими зрителями, да? Да, перед республикой. На родной земле, Все вроде как смотрят. проиграть двойной позор, чуть ли не так, да? Ага, Ну. но, И вот что-то вышло, и все как-то увидела взгляд Ким Кимыча, и давай там. ага. А Ким Кимыч Это вот тренер. это сейчас Да. тренер, ага. Ну, а ты сейчас учишься же в УОРе. Да. Как в УОРе оказалось? Вообще я хотела бросить борьбу, Так. и потом я приехала, с Надоело, Тамбовского района. надоело мальчиков побеждать. Да, с Тамбовского района я приехала сюда, в Якутск, поступать. И встретила девочку с борьбой одну. Ну, она сейчас тоже занимается со мной в зале. Она мне сказала, поедешь в лагерь спортивный? Я сказала, да, поеду. И там Ким Кимыч был, и он меня в УАР забрал. Училище Олимпийского Да. резерва, да, получается? Вот. И уже сколько тогда ты борешься, получается? 8-7 лет где-то. 8-7 Так. лет. Где-то Ну, так. сейчас-то уже не с мальчиками, чисто с девочками. Да, ну иногда бывает, стоим с мальчиком в паре. А что люди говорят, когда ну, узнают, что ты как вольница, Удивляются. да? Типа говорят, зачем, это не женский вид спорта, не надо заниматься. Типа отговаривают, чтобы бросила. Ну, Ну, я их не слушаю. да. Но Мне у тебя же был нравится. момент уже, когда ты ну, решила борьбой Да. больше не заниматься. А что все-таки победило, что ты пришла? Не знаю. Ну, блин, я смотрела на своих ровесников, чем они занимаются. Мгм. Типа, ну, такой нехороший образ жизни ведут. Мне так не нравится. Мгм. И я вот решила заняться борьбой, чтобы в будущем, не знаю, стать хорошим человеком и спортсменом. Ух ты, такие сильные слова ты говоришь, да, молодец, да. То есть, действительно, да, Семен, согласись, что в столь юном возрасте люди ну, осознанно уже, да, подходят к своей жизни. Дальше с кем себя видишь? Чемпионкой олимпийской. Олимпийская чемпионка? Да. Вообще молодец. Да, но ты уже чемпионка Дальнего Востока, многократная же, да? Да. Да, и призер российских соревнований. Да, и, по-моему, там в этот раз была соперница, которая тебя побеждала там в России. Да. Так? За выход в финал. Еще раз? За выход в финал я вот Ага, проиграла полуфинале. Карине Богатыревой. Мгм. В конце схватки оставалось 7 секунд, и я улетела на бросок и проиграла. Тогда. Да, и сейчас мне Ким Кимыч говорил, смотри, не попадись. Я всячески пыталась избегать этого броска, и я ее выиграла. Я очень довольна своей борьбой. Мгм. Ну, В финале выиграла? да, в финале сейчас на Дмитриевском. Получается, с холодной головой. С холодной головой конкретный матч-реванш, да? Мгм. И? Сейчас уже будешь ее каждый раз. Да. Да, говорит, молодец, какая ты, как говорится, да. Слушай, а по-твоему, что, как говорится, самое главное ну, для того, чтобы быть хорошим борцом? Дисциплина, человечность. Самое главное, как говорит Ким Кимыч,
Это надо быть человеком. Мгм. Типа так. Такие жесткие моральные Да. ценности в первую очередь, да? Дисциплина Дисциплина. это значит тренировку не пропускать, говорить, делать, что говорит тренер. Мгм. Ну, как же сила, выносливость. Это Да. уже сами с тренировками придут. Да. Итак, Да. мы подождали, когда наше тесто подойдет. Кстати, почему это я говорю? Семен же должен говорить. Да. Так, Или, ну или- что ж. или даже Женя. Да. Ну, в принципе, мы, получается, предварительно на самые маленькие... А давайте поставили. батл устроим. Каждый по блинчику. Сначала Давай. Семен, сначала Женя давай. Давайте. Первый блин комом. Да. Сейчас чуть-чуть нагреется, Хорошо. Ага. буквально минутку. И сейчас попробуем. И возьмем посудку. Для того, чтобы выкладывать уже да, сразу. Да. Жень, а как выглядит твой обычный рацион? Ну, то есть, я знаю, да, ну вот ты сама рассказала, что перед соревнованиями тебе приходится сбрасывать вес, ну, то есть ограничивать себе в еде. А в обычно, когда ты то все можно кушать вообще Да. спортсмену? Все можно. Вообще все? Да, все. Даже колу Ну, и Я сникерсы? газировки не пью, чипсы не ем. Вообще, принципиально? Да, Потому что это вредно или потому что не тянет? потому что это вредно. Да? А что ты ешь тогда в основном? Конфеты. Что? Конфеты. А они не Сладости вредны? люблю. А они не вредны, да? Вредные, конечно. Но где-то можно Да. чуть-чуть слабину дать. Зато да, на тренировках в двойном размере умираешь, наверное. Да? Да. М. Они А, после сборов, наверное, еще вкуснее, да? После взвешивания еще вкуснее. Так, ну что ж. В принципе, нормально. Давай попробуем. Столечко, да? Где-то. Можно вот так чуть поближе сделать, чтобы не капать. так. Ой. Я люблю. Ничего. Сейчас нагреется. Чуть-чуть еще, по-моему, надо нагреть. по-моему. Странно, что я это говорю опять. Ну, ничего. Ну, первый блин комом. Не комом, да, но сковородка, по-моему, еще недостаточно горячая. Ну, у нас получается... Конечно, ее готовить легче на газовой плите. Ну да, когда Жар был да, ровный. жар ровный. Ага. Индукционка, она, как получается, набирает, потом затухает, набирает, затухает. Мгм. А электрическая, она вот, видите, тоже то затухает, то начинает обратно. А ты же говорила, что сначала легкой атлетикой, да, занималась? Да. А родители как отнеслись вообще к этому? То, что я в борьбу пришла? Мгм. Ну, у нас вообще в поселке не было таких видов спорта. Ну, мне еще легкая атлетика не нравилась вообще. Ну, Зачем-то как-то- бегать, да? Да, ну, Куда-то не бегать. знаю, я Хочется вообще кого-то бросить, да? Да. как-то понравилось этот вид спорта сразу. Ага. А родители как отнеслись? Ну, мама сначала так не хотела вроде бы. Ага. Но она сейчас даже по сей день не ходит на мои соревнования, не смотрит. Я ее уговаривала прийти посмотреть, как я борюсь. Она: нет, не пойду, боится, сердце слабое, говорит. А, да? Ну, переживает за Да. тебя наверняка. Травмы, вот все, что я получаю, все сразу родственники: все, бросай борьбу. А, у тебя Не травмы надо. еще были? Серьезные Да. травмы были? Колено вот. Ух ты. Так. Связки, да? Да, вот на России я там, перед Россией я повредила, и там уже я с травмой боролась, тяжело было. После этого после России в октябре мы приехали сюда, в Якутск, 2022 года это было. И я 2 месяца вообще не заходила на ковер, только качалась. Реабилитация была, Да. да? И после Нового года вот я поехала на Ирыгинский турнир среди женщин. Там, конечно, я проиграла, тяжело было. А, ну Да. формы не Формы было. не Да, было вообще. Ну, конечно, ага. Отдышка, все тело забитое. Потом после этого приехали в Якутск, тренировалась, выиграла Дальний Восток, вот здесь, был у нас в Якутске, в Триумфе тоже. Потом уже Дмитриевский турнир, Ким Кимыч нас. А, потом мы поехали на сборы, на всероссийские, со сборной России. И там готовились на Дмитриевский. Попробуешь? Мгм. И после этого Ким Кимыч. Ой.
вполне себе ловко. Да. Ну, руки ловкие. Ну да. Так, а получается, у вас уже получается свое же питание, да? Нет, у нас у всех одинаковое питание там в училище. Училище, да? Да. Ну, оно у столовая. вас, наверное, такое более-менее спортивное, да? Плотное, хорошее питание такое. Фрукты, яйца, Да. все, да, предусмотрено, да? Ну, в училище же, да? Да. Ты в общежитии же, получается, живешь. Да, в общежитии. Ну, там же все предусмотрено. Тем более Олимпийский резерв. Одно слово обязывает говорить, что вау. Да? Девочки. А много вообще учится студентов? Ой, я точно не знаю сколько, но много. Мгм. Там на базе 9, на базе 11 там нет, по-моему, убрали. Мгм. Раньше было, сейчас убрали. Сейчас только на базе 9 можно поступить. М. Девочек у нас немного. Нас, по-моему, человек 13 где-то учится, там 14. Именно вольницы. Да, Мгм. учатся. А, вот, кстати, насчет Тренируются. соперниц. Есть соперницы именно в твоем весе, ну вот якутянки? Мгм. Якутии есть, да? А, подождите. Нет, нету. Нету. Ну, есть Ага. Пендюне Борисова, но она сейчас на 53 боролась, у нее вес упал. Но так раньше мы вместе постоянно на 57 были. Были. Ага. Да. Ну вот в эти соревнования, вот у меня есть информация, что 270 спортсменов, из них 83 девушек было же, да? Мгм. Вот. А получается, что ты, если уже чемпионка многократная Дальнего Востока, в России уже боролась, ну то есть примерно своих соперниц ты уже знала, да, получается? Да, знала примерно, Ага, кто ну, то есть приедет, кто против будет. кого, тем более, Да. что тренеры тебя ведут наверняка, да? Многие девочки, с которыми я боролась на 57, боролись совсем на другие веса. Кто-то пошел на 55 килограмм, кто-то пошел, наоборот, на 59. Ну, вообще девочки, которые сюда приезжали с других стран, регионов, типа говорили, они у нас в училище жили и говорили, как у вас тут хорошо, условия хорошие, все близко, все в одном месте, только остается только хорошо тренироваться и результаты приносить. Дисциплина и тренировка. Да. Все хвалили, говорили, что тут очень хорошие условия. Хорошие условия. А тренировки где у вас проходят? Ну, прямо там в училище? Да, в училище, в зале борьбы. Ну, то есть можно никуда из здания не выходить, Да. раз. Встал, покушал, потренировался, покушал, потренировался С и мальчиками спать лег. в одном зале с мальчиками тренируемся. М. И тренера, в основном, которые тренируют мальчиков, ну, нас тоже. М. Обычно так бывает. Ну, в конце Ким Кимыч нас составляет и доработку свою делает. Ну, это так. А во время сборов бывает то, что Ким Кимыч только тренирует. И мы в основном бываем отдельно. Ну, отдельно от мальчиков, чтобы свое Мгм. А дорабатывать. Ким Кимыч это твой личный тренер или, Да. или вообще общий? Это, ну, вообще, Или главный? у нас тренер? есть два тренера, Николай Николаевич и Ким Мгм. Кимович. Мгм. Николай Николаевич тренирует более поменьше девочек, а Ким Кимович вот нас. М. Именно по, Кадеток. это сборной, по юниорской сборной получается. М. Я не спросил у тебя про твою семью. А твоя семья вообще спортивная? Нет. Родители? Нет? Нет вообще. Не Ну, у сильно. меня только дядя занимался борьбой. Ну вот который тебя Да. порекомендовал, да? Да. Ну вот который тренер, как ты говоришь, ты знал. Тетя вот тоже какое-то время ходила, рассказывала. И все занимались у моего первого тренера Михаила Дмитриевича. М. А вор ты на кого ты учишься? Какая На специальность? тренера-преподавателя. Тренера. То есть Ага. в следующем году уже заканчиваешь? Да. Так, и что будешь делать Планирую дальше? поступать на высшее. Либо вот думаю СЛФУ, либо ЧИФКИС в Чарапче Мгм. колледж. Институт, по-моему. Институт Чевкис, институт Да. да, физической культуры. Или И- ЗФУ. То есть вышку все-таки получает, да? И Тоже на буду- тренера? Да, на тренера, думаю, на заочном, чтобы тренироваться. А, ты возможность Да. тренироваться была. Да. Мгм. Вот у нас есть девочка Севиль Назарова. Она, ну вы ее, наверное, слышали о ней. У нее тоже очень хорошие результаты. На Ерыгинском она 3-й стала вот недавно. Вот она учится в Чевкисе и ну, говорит, ну, нам тоже советуют туда поступить. А вообще, как вообще насчет популярности борьбы? Сейчас же совсем недавно, ну, относительно недавно правила же поменялись, да? Потому что считали, что борьба не зрелищная, даже вопросы были, поднимали, что из олимпийских видов спорта вольную борьбу исключать. Сейчас другие правила стали, да? Как вообще, ну вот у нас
с популярностью борьбы? В Якутии? Ну, в Якутии, в России, да. Ну, Твоя оценка. Я думаю, что в Якутии она у нас не сильно такая и популярная. Очень мало девочек занимается вольной Особенно среди борьбой. девушек, да? Да, особенно Ага. среди девушек. Она не популярна. Ну, не сильно так развита. Ну, у нас здесь только в Якутске самом развито, Лукин Кимыч, а так по поселкам не сильно развито. М. И очень мало людей. Ну, просто хотят секций, ходить. наверное, нету, и тренеров не хватает. Ну, возможно. М. Ну, или желающих тоже. Ну, а так по России, думаю, очень много девочек занимается вообще с других регионов. Ну. Но у нас же сильные борцы. Мгм. Или как правильно по девушек, как называется? Борцы тоже? Вольницы. Да, вольница. Вольницы. Ну все. Как это? Вольница. Да. И олимпийский чемпионка даже, по-моему, есть. Да, Наталья Воробьева с Питера. Мгм. Она Вот. сейчас борется? Нет, она, кстати, не борется, но я читала про нее, что она планирует этим летом на России выступить. Мгм. Она в каком на, весе? На 76 килограмм. Ну она большая. Да, То очень есть большая. ты с ней никак не сможешь. Ну, ей там уже лет 35, наверное, где-то. Ну, У нее и ну, ребенок всё- есть. Да, тренировать. Она тренирует? Нет. Она Ну, занимается многие, этим? наверное, к ней Да. хотят, да? Ну, наверное, я думаю. Да, я бы тоже потренировалась, может, пару тренировок. М. А чтобы в сборную, например, попасть в Россию, что нужно еще сделать? Надо Россию выиграть. Самое главное. Ну, первенство России. Это я понял. Не, это понятно. Не, подожди. А там... как? Нет, там так просто не попадают. Там самое главное, у вас первенство России выигрываешь, там в тройку заходишь, и все, и тебя будут вызывать на сборы, на российские. И ну, вот там в сборах уже решится, да? Да. То есть трех, например, да? Кто поедет на мир, Европу, допустим. ну, прикидочные бои. А, не и да. там схватки. по-разному. Ты поедешь на мир, а ты на Да. Европу, да? Допустим, вот еще так бывает, вы боретесь, занимаете первое место на России, а на сборы приезжаете, и те, кто занял второе, третье места, вас выигрывают, и вы вообще там никакой на сборах, ничего не можете. И бывает вторых, третьих номеров вместо вас везут. Ну на да, соревнования. кто сильнее на этот момент Да. именно. Слушай, все-таки у нас кулинарная передача, да, ну вот мы поговорили про еду, про сгон веса. А как, вот я забыл спросить, как происходит взвешивание в день соревнований? Ну, когда взвешивание вообще? в 8 часов утра начинается, Ага. все весовые категории взвешиваются. После этого кушаем, и буквально через 2 часа начинается соревнование. Уже в 11. соревнования, да. А как долго вес сбрасываешь? Ну, начинаю где-то за неделю. За неделю? Да. Потому что Ага. боюсь, что не смогу не согнать. И так, который тренируется по несколько раз в день. Да. И еще вот надо усерднее прям, да? А что тренеры говорят? Это же все равно сказывается каким-то образом на здоровье. Да, ну, когда во время схватки на соревнованиях очень тяжело бороться. Вяло все равно чувствуешь, руки забиваются, все Ну. отекает. Мгм. Ну, мы вот пьем там от отеков, вот, витамины перед схваткой. М. Пытаемся как-то себя привести в чувство, М. чтобы нормально отбороться. А сейчас же еще и в одной весовой категории же схватки, ну то есть до финала, они в один день проходят, да, или как? Да, В один день. Ага. Это когда-то было вот. Ну вот если, допустим, ты борешься и выходишь в финал, и на следующий день тебе нужно сделать так, ну, вес свой. Допустим, я на 57 борюсь, я вот в этот день, который борюсь, я поем, у меня вес наберется там где-то килограмм. И если я выйду в финал там, или там за третье место на следующий день, я должна буду сделать свой вес 57, убрать этот килограмм М. за пару часов. М. Ну опять же, короче, показать, что ты Да. вот это. А иначе дисквалификация. Да. Да. А как с допингом сейчас, кстати, дела обстоят? Вообще вас проверяют? Да, мы проходим РУСАДА тесты постоянно, вот, ну не постоянно, в год один раз. Мгм. Вот многих вот поймали со сборной России на допинге. Многих поймали? Ну не по борьбе, конечно, наверное, но я слышала. Ну да, да. Потому что, ну, это такой вопрос довольно скользкий, да, ну, неутихающие скандалы, да, и среди российских спортсменов, и зарубежных Дисквалификация спортсменов. сразу. Дисквалификации сразу. И да. тренера могут, и твоего врача спортивного дисквалификацию сделают. Ну, то есть у вас еще как бы не так строго. То есть, получается, раз в год
стабильно, потому что вы в Да. Нью-Йорке. А таких действующих спорт высших достижений, по-моему, чуть ли не там каждый квартал, по-моему, там проверяет, Да. проверяет, и причем независимые. В всякие любое время могут В проверить. любое могут Да, проверить, и в и любом ты месте. обязана давать знать, где ты будешь находиться в Да. тот или иной промежуток времени и места. Так? Писать надо. Есть Да. специальный дневник там, по-моему. Мгм. Но я не заполняю. Мгм. Но многие заполняют. Ну, на допинге же можно попасться даже по ошибке. Вдруг заболело какое-то лекарство, а там Да. запрещенный препарат. Еще нам проводили конференцию по допингу, и там говорили, что мак, в нем содержится допинг. Мак. Да. Ну, мак это вообще, и производная мака, это же вообще очень сильно действующий наркотик, опиат. Да, ну то есть, допустим, маковую булочку съел и все, да? Может быть. Может в случиться организме такое. человека, да. О, черт. Да. Даже вот когда вот я тоже читал, некоторые спортсмены, например, когда лечатся, вот на матах может же подхватить инфекцию, Да. Ну они да. вот гормональные уколы получают, чтобы Да, да, аллергия да. не пошла или Какие-то что-то. антибиотики. А там, оказывается, эти гормоны как допинг идут. Ну да. И они вот потом через 3 месяца все равно, или там 2 месяца в крови находят, Он может находиться, да. остаются. Ну, тем более, что список препаратов, по-моему, каждый год этот Меняется постоянно. ширится, Мгм. да. Хотя То, что прописывал врач. прописывал врач, да. Раньше же можно было, что можно было, сейчас уже нельзя. Ну, Шарапова, например, поймали на мельдонии. Он же был вообще спокойно везде разрешен, как успокаивающее. Ну ладно, не будем эту такую скользкую тему. Что нужно сделать, чтобы вот в старший класс перейти? Ну вот в следующем году мне будет 20 лет. Это уже Да, уже перейду по женщинам, буду бороться. Там уже намного тяжелее будет. Поначалу, наверное, тяжело будет, потом, я думаю, уже буду А с- выигрывать. А сейчас вот среди вот взрослых женщин, сейчас кто вот именно звезда? На 57, Вот. Ты, наверное, же тоже изучаешь, да? Будущих своих, Да. которые следующий год на станут. да. 57 Ольга Хорошавцева с Красноярска. Она вот на Олимпиаде участвовала, но Мгм. проиграла, правда. Кто еще? Ну вот она, самый такой конкурент. Я как-то вот с ней боролась на Лиге Поддубного. Вообще она меня там Умотала. даже умотала. Ну вот как раз тебе надо физику набирать, Да. да. Ты еще же как растущий Опыт. организм, да, и опыт, и растущий организм, и морально-психологические характеристики наверняка же, да. Мгм. Как говорится, у спортсмена сила воли плюс характер. Некоторые же реально только на этом, на силе воли многие соревнования На выигрывают. характере чисто. На характере, да, на многие. характере, да. Прикусив губы, да? Характер вообще ключевую роль играет, М. на самом деле. А вот в олимпийских, в училище у вас есть, например, какие-то там психологические часы, где с вами работает психолог? Ну, или ран- если поддержка, например, если ты бываешь, можешь обратиться, Мгм. сказать, что Да, что-то не так все чувствуют. ну, да, раньше может быть, был так психолог у нас спортивный, сейчас нету. Сейчас сами себя настраиваем как-то. настраивать. И тренеры. Да, вот я вот интервью смотрю Романа Власова, все, сразу настраиваюсь. Его слова как-то мне доверие внушают, я как-то М. сразу А что он советует? мотивируюсь. Ну, я точно уже не помню. Ну, он рассказывает Верить в себя, наверное, верить. да, о своей жизни, как он шел к своей Мгм. цели, к олимпийской медали. Вот я это прям мотивируюсь этим. Он уже еще сюда приезжал в прошлом году, в М. сентябре месяце, по-моему, Мгм. мастер-класс показывать по греко-римской борьбе. Мгм. Он принес с собой олимпийские медали, мы М. потрогали. После этого, после его прибытия такая в зале. мотивация? Атмосфера была вообще. Да, Да, все такие все, заряженные. сразу работать. Думаю, мне кажется, даже Россию я в тройку вошла, блин, благодаря этому. Надо же. Сейчас заряженная была после Ага. его слов. М. Ну, здорово. Ну, то есть надо тебе пожелать успехов, как говорится, да. Все впереди, получается же, да? Да, еще все впереди. А вот, например, как ты приходишь домой, да? Ты же редко дома бываешь? Да, редко очень. А вот есть какое-нибудь любимое блюдо вот домашнее? Вот прям вот готовят чисто для тебя? Пирожки. Пирожки? Да, наверное, пирожки с картошкой люблю. Прям дома. ждут, да? Да. Ты, получается, дома вообще там месяц раз бываешь, да? Да, где-то так 2 раз, редко. Вообще бывает, не бывает. Особенно если когда-то в будущем. Вот, Да, особенно на перед сборы соревнованиями, да? уезжаем, да. Подолгу не бывает. Ну это же тоже тяжело, да? Конечно, тяжело скучаешь по дому, блин, по маме, по сестрам.
Слушай, ты рассказала примерный свой график же, да? Мгм. Тренировки, да. А как ты отдыхаешь? Может, какие-то увлечения? Рассказывали, что ты фотографией увлекаешься. Да, да, фотографирую природу друзей своих. Ну, не знаю, им нравится, как я их фотографирую. У меня фотоаппарат есть профессиональный. Профессиональный фотоаппарат? Да. Ух ты. Фотографирую их. Рисовать люблю. Ну, в основном с друзьями. Гуляем, куда-нибудь ходим, активный отдых. М. Тяжело после него, конечно. Активный отдых, когда Да. еще... После тренировок активный отдых, да? Ага. Да. Ну, бывает, девочки куда-нибудь захотят, пойдем сходим. А куда? Коньки, лыжи, да? или Да, что? на коньки ходили. Вчера ходили с девочками Ух ты, на коньки. на каток. Да. Мгм. А еще что? Ну, кино, наверное, да? Не, в кино не люблю. Да? Не люблю кино. Книжки, Книжки читаю, да. анекдоты, юмор. Как относишься к шуткам, кстати? Да, нейтрально, как-то нормально даже. Да? А умеешь анекдоты рассказывать? Нет, Да? не умею. Но надо мной шутят, я не шучу. Шутят? Более серьезная я. А, да? Да. Не по годам, надо сказать. Ну, шутками же легче же жить, веселее. Ну, не знаю, как-то сейчас не до шуток. Бывает. Не до шуток. Как фильмы бывает, пошутили, я потом Да. злостно посмотрел. А. После тренировки в зал зашла, да, в раздевал. Свет потушила, дверь закрыла, да, отмудохала. На тренировках так устаешь, что даже иногда говорить лень. Тяжело говорить. Тем более шутить вообще никак. М. Так, ну у нас Семен уже, по-моему, наши блины, по-моему, уже дожаривает. Чуть-чуть у нас осталось теста осталось, немножко. да. Жень, ходила по социальным сетям такой забавный видеоролик и такая новость, что какая-то девочка в Якутии там всех мальчиков в каких соревнованиях уложила. Ты слышала про это? Да, слышала. Я Ага. вот в ноябре месяце ходила на турнир, там тоже по детям был. Видела, как она боролась, ну, Ага. молодец. Ну, конечно, у нас с Тампонского района тоже у Михаила Дмитриевича появилась девочка, очень перспективная, маленькая, как раз ее ровесница. Ух ты. Кислякова Люба, она Ага. ее выиграла. А, она выиграла, Да, Люба выиграла. выиграла. А, да? А та, которая На победила, лопатки. там чуть ли не 16 там мальчиков, короче, в Ну, соревнованиях. молодец. Да. Есть к чему стремиться. Сейчас Ну, уже ты тоже же, конкурент. когда маленькая была, говорила, что с мальчиком боролась Да. и всех поборола. А, ну, то есть это что? Там приемы были как? Или просто силой, просто ты брала и бросала их? Силой, наверное, скорее всего. Силой, да? А ты говоришь, Да. не сильная. Наверное, еще Еще надо добавлять все равно. да? призы у них хорошие такие, мотивируют бороться хорошо. А, Наверное, на приз смотрела, такая, надо мне это, надо. ага. И тоже как-то выигрывать пыталась, призы получать. Ну, ты сейчас говоришь, что иногда бывает, что и с парнями даже, да? Да, Приходится бороться, ну или вот как бы этот, На схватках. спарринги, да, спарринг. спарринги, да? А это специально ставят тогда? Да, чтобы как-то Силовой? опытом опыт. разменяться там. А бывает же Как-то спарринг партнеры дают, разнообразие. чтобы ты какой-то прием Да. специально отрабатывал, Мальчики да? более такие сильные, Конечно, ловкие. конечно. Ну, это Разнообразие, природа. чтобы какое-то было. Ага. Чтоб- Какой-то специальный Да. прием отрабатывать, наверное, техническое действие, может быть, да? Или- Да, Ну, не специально же наверняка не боретесь. нет, Ну, потому что как могут нанести травму или все такое. опасно. Опасно, А вот да. как бывает, да, у великих спортсменов бывает, как сказать, ну как клички, да? Например, Ну, Хабиб, Орел Нурмагомедов. У тебя Да, есть? да, да. Нет, нет. Среди друзей. Дуэйн может, Скала Джонсон, Нет, да? Да, вообще есть. нету. Да. Ну, нас- собираешься что-нибудь такое? Нет, Почему? не знаю. Ну, вдруг что-то такое, Я думаю, не появится такое. да? Да. По какому-то специальному приему, будь тебе такой коронный Бывает там, прием. Например, Да. Анна Пистолет Магомедовна. Ну там же бывает по приемам коронным тоже говорят, клички дают, да? Да, у нас уже, по-моему, в борьбе все названия есть у приемов. А. Якутский. А много вообще приемов, кстати? Ну вот якутский прием Турген называется. Еще раз? Турген, Турке. да. Да? Ага. Типа быстрый или скорость, Турген, как ага. переводится. А вообще сколько приемов вообще есть? Ой, очень много. И в партере, и в стойке есть, и броски разные. Очень много приемов. Мгм. Больше А? 10 тысяч приемов, говорят. А, да ладно, не может Да. быть. Очень 10 много. тысяч Я приемов? потому что когда ходил в Динамо еще в школьные времена, тренер говорил, больше 10 тысяч приемов есть. По борьбе?
Вольная борьба. Да? А я думал 3, Потому что- ну 10 максимум. Или- Там с одного приема там по несколько вариантов, Да. по вариантов 5-6. А, ну да. Где ты колено как-то ставишь, это уже другой прием. Да. А, Ну, вообще, мой любимый прием это мельница. Ну, не знаю, люблю как-то Мельница пытаюсь, это вот его так да, прокинуть. через себя перекинуть но. бросок. Ой, я знаю. Пытаюсь это. как-то его более отрабатывать, на нем акцент ставить. Сейчас вот на этом соревновании в финале я пыталась дважды сделать, но никак не получалось. Ну, то есть, Да. если есть прием, от него всегда существует защита. Да. Конечно же, да? Сейчас борьба же стала более техничной, по-моему. Да, более разнообразный. Более такой, быстрой, более техничной, более разнообразной. Зрелищный. И зрелищной, да. Ну, то есть требования, да? Слушай, вот насчет судейства. Все-таки же судят судьи, Мгм. да? Это же не компьютер тебе судит, это не гол в ворота забить, когда уже однозначно, и то там бывают спорные ситуации. А когда насчет объективности судей, возникают Ну, вопросы? Да, бывает несправедливо. Говорят, засудили конечно, там, да, там кого-то Вот сейчас там я делают. боролась в финале, и там мне совсем не понравилась судья. Она вроде, ну она, по-моему, монголка была, русский язык не знала. Она меня за руку хватает, и Ким Кимыч орет, почему, там хотели балл дать за это. Ну, прием был, ну, такой прием есть за руку, Мгм. но почему-то эта судья там что-то хотела что-то, по-моему, сделать, балл отдать моей сопернице. Соперница, За да. опасный прием, да? Наоборот, да? Да. А, Ну там разобрались, ничего не дали. мгм. А сколько судей судит? По-моему, Боковой судья, Ага. арбитр арбитр. Арбитр, который ну, это, на Да. ковре. На ковре. и на табле, которые сидят. М. Ну, эти. Это было, ну, да. Да, которые Хронометрист- баллы хронометристы. выставляют, да. Ну. И главный судья, Соревнований, да. который следит за всем, Ага. Типа вот он смотрит типа такие моменты спорные. да? Мгм. Он дает балл. Он говорит, будет балл или не будет, это главный судья. Мгм. А сейчас в виде повтора есть? Да, есть. Есть, да? Ну, то есть судья может сказать, подождите-ка, давайте-ка я сейчас гляну, мало ли что, да. Может, с его ракурса видно. Может, будет и так, да? ракурсы, да, могут такое сделать. Да, есть. О. Ну, то есть все равно, если судит человек, то остается всегда субъективный момент какой-то. Мгм. Ну, то есть судье вдруг ты не понравился, и все, засудили. Да, Может быть есть такое, такое. да? Может быть такое. А ты Или сталкивалась может- с этим? Нет, не сталкивалась. Ну, слава богу. Да. А у тебя, можешь сказать, самый большой счет, с которым ты выигрывал? Ох, Ой, а там же сухо Даже- можно. Ну, да, вот прям 10-0 и всё. Бывало же, да? да, бывало. 10-0 вот сейчас. Ну, до 10 дошел, соперник ни одного не брал, по-моему, схватка останавливается. Да. Правильно, по новым Сразу. правилам, по-моему, так. С отрывом на 10 баллов, короче, должен выигрывать. Выиграть. У тебя бывало так? Да, бывало. Много раз? Да нет, мало. В основном пытаюсь как-то не рисковать слишком, рискованно не бороться, броски не делать. За бросок дают 4 балла, а вот, допустим, это когда на лопатки ты падаешь. Да. Или тебе в ноги проходит, ты на лопатки падаешь, тоже 4. А так, в основном, я так не пытаюсь бороться. Там по 2 балла беру, слишком рискованно да. бросать. То есть можно на контрприем и вообще Накрыться и преимущество, да, преимущество растерять. И Ким Кимыч говорит, лучше не рисковать, М. лучше разводить. Опять же тактику выработать против конкретного соперника, получается, да? Ну, то есть, да, психологический фактор тоже очень сильный. Одно дело, это когда ты уверен, там ты реально слабый, взял-то в охапку, скрутил, кинул пару раз и Еще пошел. от настроя очень много чего зависит. Ну, Как кстати, ты себя да. настроишь, так и будет. А тем более же на сильных соперников, даже самые слабые, всегда очень сильно Ну. настраиваются. Спецом, как будто это последняя схватка в жизни и начинает, короче, выгрызать, короче. Это тоже факт. Так что у тебя еще самые сильные и серьезные схватки еще впереди. Да. Да. Ну что, у нас блинчики почти все не комом. Спасибо. Пожалуйста. Будем что делать? Будем Пробовать? пробовать. Пробовать? Да. Подготовил Семен, я смотрю, варенье. Пусть так будет. Еще такой, может быть, личный вопрос. А ты своего ребенка отдала бы в вольную борьбу? Нет, Нет. Нет. А почему? Так уверен. А Так уверенно. Такой нет. Не надо. А почему? тяжело, Тяжело, да? очень тяжело. А куда бы Такой. отдала? Куда бы советовала? На гимнастику.
На гимнастику? Да, мне нравится. Ну, тоже вид гимнастику тоже, говорят, не советуют, не очень хорошо, Не тем более, знаю. что в маленьком спорта. Ну, возрасте. очень красивый спорт, мне Ну, нравится. Никита Нагорный, очень хороший спортсмен, олимпийский чемпион. Ну да. А, Его то тоже есть тебе смотрю. нравится обычная гимнастика, да? Ну, спортивная, Да, получается. спортивная. Или художественная больше? Спортивная. Спортивная. Сальто, Травмоопасный не вид. сальто. Ну Хочу да. сальто научиться делать. Смотрю Вот ты не тоже. умеешь? Нет, Мне боюсь. кажется, тебе по силам Опасно, шею сломать можно. А. Кстати, вам же, спортсменам, по-моему, не разрешается какими-то активными другими видами спорта заниматься? Или такого негласного правила нет? Ну, кто-то, наверное, и не занимается для себя, типа боится, что травму Ну получит. да, перед нет, ну, допустим, стартом. профессиональные футболисты, у них прямо в контракте написано, что они в горные лыжи не имеют права пойти, потому что, ну, мало ли, Не, у травму нас получит. нет, да. по-моему, такого. Такого нету, да? Нету. А, Только, ну, так бывает, наверное, для себя. Кто-то не ходит куда-то, мгм. Ну, чтобы, да. чтобы травму перед стартом не получить. Волейболисты в футбол не играют. Ну, многие спортсмены в футбол не играют, потому что, ну, по ногам получил, и Ну. перед естественными соревнованиями, стартом можно травму по дурости получить. Так же? Ну, вот. Ой, Растяжение, да? Да. растяжение. Ну, удар по ногам, гематома, все. Пальцы особенно часто Да, да, ломаются. пальцы выбить, ага. Меня уже раза 3, наверное, Выбивали пальцы? ломались. Бывает неправильно. Ломались Да, пальцы? А уши, кстати, еще не сломались? Нет, я берегу. Да? Но Вообще. рано или поздно, это же раньше же спецом ломали об дверь, Я об пытаюсь косяк, что- аккуратней, чтобы Да? не сломать. Не хочу. Да? Берегу уж. Ну, Но пальцы не берегу. Пальцы, как это бывает же, можно же Да. просто обмат как-то неправильно. Или так, да, как вот Да, и наступить. всё. первый раз так сломала, второй раз об человека. ой, Об человека. человека. Страшно. Потом гипс одевают, и ты не можешь на ковре. Да, и опять выбываешь из соревнований, из Ну. тренировочного цикла, да. Ну, как говорится, зачем это надо тебе? Потом восстанавливаться долго, да? Ну да, Да. теряешь форму, ну и последующее все. Тем более, если ты готовишь на Олимпиаду, то есть 4 года цикл будет, да? Специально к Олимпиаде же спецом готовится. Мгм. То есть Ну что-то что ж, пойдет не давайте. так. Да. Давайте, приятного аппетита. А ты себе не положил? Ну, я вот, А, вот ты вот оттуда, да? да. Ну что, Женя, давай попробуем твои блинчики, что у нас Давайте. получилось. Давайте попробуем. Приятного аппетита. Спасибо. Какое варенье, Семен? Это голубичное, О, а голубик. это брусничное. Брусличное? Я шутка. Правильно он пожарил? Да, вкусно. Вкусно. Ну что, да, мы попробовали прекрасные блины от Евгении Огородниковой. Женя, спасибо тебе еще раз, что ты была нашим гостем, да, и, пожалуйста, вот на этой камере у нас такая добрая традиция есть, пожелания для наших телезрителей. Ну, всем всего хорошего, здоровья, с наступившей весной. И занимайтесь спортом. Будьте здоровы. Да, Женя, еще раз большое спасибо тебе, огромных успехов, да, действительно, чтобы ты стала реально участницей Олимпийских игр, это действительно твоя мечта. Я еще раз скажу, что у нас в гостях сегодня была Евгения Огородникова, спортсменка-вольница, вольная борьба, вот, чемпионка недавнего международного турнира имени Романа Дмитриева. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. На этом мы прощаемся, уходим за кадр, кушаем наши блинчики. А вы, друзья, всего хорошего.